Проверка связи. Слышно? Я слышу себя. Да. Да. Значит, на записи это тоже идет, да? Мгм. Отлично. Все, Игорь Витальевич. Игорь Витальевич. Ну, почему-то я вижу гостя, но не вижу себя. Почему-то. Отсюда или отсюда? Нет, отсюда. Вот, здесь. Да, Игорь Витальевич, микрофон здесь есть. Я не хотел, так сказать. Оно само сказалось. Все, да. А меня не видно. А что такой темный? Здесь записано все время, да. Да? Не темный? Здравствуйте, дорогие коллеги. Перед вами выступает директор Института филологии Сибирского отделения Российской академии наук Силантьев Игорь Витальевич. Одновременно я являюсь руководителем проекта по гранту РНФ, который называется так же, как и наша конференция «Сибирь и Дальний Восток». Нет, там по-другому называется. Ну, в общем, так или иначе, конференция называется так: «Сибирь и Дальний Восток. Первой половины XX века как пространство литературного трансфера». Это у нас уже 8-я конференция, посвященная... Простите, я недавно простужался и поэтому кашляю. Это у нас уже 8-я конференция, посвященная региональным проблемам русской литературы. Во-первых, это были конференции, связанные с изучением сибирского литературного авангарда, их было 3. И, во-вторых, вот уже 5-я, это конференция, связанная с судьбами литературной эмиграции восточного направления, дальневосточного и китайского. Я рад приветствовать участников конференции. Я думаю, что бывают огромные конференции, где много участников и много докладов, а бывают моноконференции. И вот такие моноконференции, они, мне кажется, более эффективные и выигрышные с точки зрения развития науки и результата. Вот наша конференция – это монотематическая конференция. Здесь прозвучит немного докладов, но все они бьют точно в цель изучения нашей проблематики. Мы по итогам работы за последующие 2 года готовим 2-ю часть нашей коллективной монографии, которая будет называться примерно так же. И думаю, что на этом дело не закончится. Надеюсь, что наш проект будет продлен, и наша книга станет в итоге трилогией с завершающим томом. И в целом это направление, мне кажется, независимо от того, будет оно дальше поддерживаться или не будет, конечно же, усилиями научного сообщества нужно продолжать и развивать. Спасибо вам за участие. Предполагаемое будущее. Не буду тратить больше времени вашего и нашего, и переходим к работе. Кто у нас ведет секцию? Сегодня заседание ведет Елена Юрьевна Куликова, ведущий научный сотрудник сектора литературоведения нашего института. И я ей с удовольствием передаю слово. Дорогие коллеги, рада вас приветствовать. И я хотела сказать, что наш сектор здесь собран. Мы все сидим, и часть наших коллег уже готова сделать доклады. И будем с удовольствием слушать ваши доклады. И я приглашаю к выступлению Юрия Васильевича Шатина, который озвучит их совместный доклад с Игорем Витальевичем Силантьевым «Поэтика утопии, антиутопии в прозе Логина». Давайте.
Добрый день, дорогие участники. Всех приветствую. И реальных, и виртуальных. Проблема утопии и ее антиутопии, антипода антиутопии занимает значительное место в исследовании современных филологов, философов и социологов. Говоря об утопии, литературоведы обычно подчеркивают два смежных аспекта, рассматривая ее, во-первых, как особый способ моделирования художественного текста, с одной стороны, и как литературный метажанр, репрезентирующий себя в различных видовых модификациях, начиная от поэмы и кончая рассказом, во-вторых. Не подлежит сомнению, что утопия намного древнее антиутопии, если вести отсчет от платоновской Атлантиды. Антиутопия же – дитя XX века, времени, когда, по выражению философа, утопии выглядят гораздо более осуществимыми, чем в это верили прежде. И ныне, пишет Николай Александрович Бердяев, перед нами стоит вопрос, терзающий нас совершенно иначе – как избежать их окончательного осуществления. Теоретическая разработка двух антиномических категорий выявила наличие третьего понятия – дистопии. По мнению исследовательницы Павловой, дистопия – это жанровая разновидность негативной утопии, возникшая в XX веке. Ее отличительная черта заключается в том, что она не содержит детально изображенной структуры псевдосовершенного мира. Его описание подается через точку зрения драматизированного сознания наратора, носителя мифологем тоталитарного мира, который постепенно в ходе развития сюжета начинает подвергаться сомнению, что и составляет концептуальное ядро произведения. Как остроумно заметил другой автор Геворкян, утопия – идеально хорошее общество, дистопия – идеально плохое, антиутопия лежит где-то посередине. В нашем докладе речь пойдет о двух произведениях Василия Сергеевича Логинова «Царство Ялмала» и «Правда земли», реализующих данную связку и превращающих во втором случае дистопию в антиутопию. Нужно сказать, что Логинов не принадлежал к числу известных литераторов дальневосточной ветви русского литературного зарубежья. До и после его смерти, он умер в 1945 по другим источникам в начале 1946 года, труды писателя остались невостребованными. Тем не менее, он, хоть и не намного, но все же хронологически опередил находки таких мастеров антиутопии, как Евгений Замятин с его знаменитым романом «Мы». Это лишний раз показывает, что предощущение глобального миромоделирования и жанровых сдвигов в литературе далеко не всегда определяются мерой дарования и популярностью первопроходцев. Логинов был в основном автором небольших рассказов, замедленным темпом повествования, избыточной детализацией, иногда тяготеющих к миниатюре или притче. На этом фоне повесть «Царство Ялмала» отличается как по объему, так и по композиции. Построение произведения представляет собой развернутое письмо, адресованное некой даме, написанное месяц спустя после возвращения из путешествия в неведомую страну. В свою очередь, письмо включает в себя дневник, фиксирующий наблюдения значимых моментов. Таким образом, писатель синтезирует почти весь набор жанров риторической прозы от первого лица – письмо, дневник, воспоминания, травелог. Началу путешествия предшествует рассказ инженера Крезо о неведомой стране, где у большого озера стоит дворец, Белый дом, из какого-то белого, как снег, камня. Она, женщина ослепительной красоты, и слова ее подобны звону серебряных колоколов. Белые смеющиеся веселые люди окружают ее, целые табуны оленей к ее услугам. По озеру плавают лодки, которые движутся с помощью таинственной силы, так как на них нет ни весел, ни парусов. Место таинственной страны – центр полуострова Ялмал, выбран далеко не случайно, поскольку четко соотносится с топосом Сибири, весьма значимым в системе сибирского текста как особого ментального образования. Как верно отметила в своей работе алтайская исследовательница Богумил, Сибирь и русский север оказались территорией, подходящей для размещения утопии в силу периферийности положения по отношению к максимально освоенному центру страны – Москва-Петербург. Неведомое, труднодостижимое, чужое всегда наделено мощным семантическим потенциалом. Конец цитаты. Синтез жанров риторической прозы, спроецированный на экзотику сибирского текста, обусловил специфику организации художественного времени и пространства царства Ялмала.
Начало повести четко фиксирует внешнее время, расположенное за границами времени путешествия, как некоему образцу, соответствующему определенному эпистолярному этикету. Я пишу вам через месяц после своего путешествия. До сих пор я еще не успел отдохнуть и привести в порядок спутанные мысли. Не осуждайте меня строго, если я что-то не доскажу в этом письме. Это весьма возможно, так как всех мелочей не запомнишь, хотя моя профессия и обязывает меня их запомнить. Далее идет рассказ об обеде у инженера Крезо и его рассказе о царстве Ялмала, являющийся вставным эпизодом в письме и одновременно художественным предварением, своеобразным форгешрифте, открывающим дневник путешествия, который занимает большую часть повествования. Как и положено, дневник четко фиксирует время начала путешествия и прибытия в конечную точку 27 декабря и 2 марта. Хотя год путешествия нигде не оговаривается, легко догадаться, что 29 февраля приходится на 1920 год, поскольку еще идет гражданская война, а сам мотив путешествия весьма символически напоминает картину «Бегство из ада». Логинов достаточно искусно управляет движением времени путешествия, благодаря тому, что в промежутке между 12 января и 29 февраля даты отсутствуют, что позволяет играть движением рассказа с максимальной концентрацией события первых 2 недель и более свободной компоновкой во второй части путешествия. Во-вторых, часть дневника оказывается утерянной и не подлежащей восстановлению. Прием, хорошо знакомый по повести Гоголя Иван Федорович Понька и его тетушка, который позволяет читателю домысливать недостающие части. В-третьих, в повести ничего не говорится об обратном пути, делающем сюжет еще более загадочным. Подобная игра времен позволила Логинову решить ряд художественных задач. Прежде всего, противопоставить реальное пространство героя в маленьком сибирском городишке, где я жил вместе с горсточкой интеллигентов, убежавших сюда от бурь революции. Само путешествие тем самым оказывается перемещением из реального пространства здесь и сейчас в утопическое царство Ялмала, о чем прямо говорит Крезо. Здесь, в маленьком городишке, мы прислушиваемся к далекому грохоту кровавой анархии и с часу на час ждем, когда эта волна докатится до нас и сметет нас с лица земли. Жить стало невозможно. В повествовании Логинов проводит четкую границу перехода из реального в мифологическое пространство, приходящуюся на 8 января, когда путешественники встречают хозяина тайги, внезапно появившегося и столь же внезапно исчезнувшего. С этого момента явственно реализуется известная схема, связанная с обрядом инициации, отлучка, испытания, лиминация, преображение. Кульминационной точкой лиминации становится гибель Крезо, а преображение ситуации связывается с появлением летчика-авиатора Тарсина, который сначала спасает путешественников, а затем на летательном аппарате доставляет их на Ялмал. Сидя на нарах в уютном охотничьем домике, прихлебывая горячий чай и следя за веселыми языками огня в чувале, мы слушали Тарсина и так далее. К числу несомненных художественных удач царства Ялмала следует отнести искусственное нарушение темпа повествования по мере перехода от документальных зарисовок к последовательной мифологизации, открывающей путь в утопию таинственного полуострова. Так, в начале путешествия сохраняются зарисовки, вызывающие вполне реальные исторические ассоциации. В Пельме это замечательное историческое место, куда когда-то были сосланы Берон и Миних, и предполагалось быть отравленным Пугачев, представляет сейчас из себя жалкую груду бревенчатых построек. Однако, как уже было отмечено, линейное время, начиная с 8 февраля, сменяется мифологией панхронического времени. Важным моментом в мифологии становятся предсмертные рассуждения Крезо о природе времени. Умирая, он говорит: вы слышите, как проходит время, медленно, ровными, четкими, но неслышными шагами. Когда я начинаю думать о времени, я делаюсь пустым и прозрачным, как стеклянная колба. Я даюсь всецело созерцанию идущего времени, и время, его мучительный шаг создали они, чтобы помешать нам найти ее царство. Таким образом, для перехода в идеальное утопическое пространство требуется уничтожение пределов линейного времени,
который, в свою очередь, требует сакральной жертвы, которой и оказывается инженер Крезо. Вдруг раздался звучный голос Крезо: «Прими это сердце!» Слова эти совпали с револьверным выстрелом. Тело Крезо, развернувшись вперед, повисло на тонких сучьях березы. Гибкая вершина наклонилась, треснула, и Крезо, как подстреленная птица, ломая сучья, полетел вниз. Преодолев те невзгоды испытаний, очутившись на пороге гибели, путники, благодаря волшебному помощнику, авиатору Тарсину, оказываются в царстве Ялмала. Достигнув заветной цели, путешественники сливаются с миром жителей и знакомятся с председателем законодательной судебной палаты Грилем, который сыграет потом главную роль в антиутопии «Правда Земли». Но здесь резко очерченный профиль Гриля, бритое лицо, спокойное бесстрастное выражение которого подчеркивалось резкими точными словами, красивыми движениями тела, облаченного в белые одежды. Все это делало похожим его на римлянина. Следует отметить, что весь энергетический потенциал фактически исчерпывается к моменту прибытия героев в царство Ялмала. Переход от травелога к содержанию утопии сводит развитие действия к нулю, а финал оказывается не лишенным определенных литературных шаблонов. Она, то есть эта священная героиня, встала, красный проблеск зари упал на ее лицо, и бриллиант на шапочке превратился в алосверкающий рубин. Я поклонился и вышел. В отличие от царства Ялмала с многочисленными поворотами сюжета, вводными эпизодами и зарисовками северной природы, фабула другого произведения «Правда Земли» организована достаточно просто и включает в себя 3 эпизода. Путник Браун случайно обнаруживает башню и просит хозяина дать ему немного еды и ночлег. Хозяином башни оказывается горбун, изобретатель Гриль, создавший машину уничтожения человеческого рода. Гриль рассчитывает сделать Брауна своим помощником, но тот связывает его и отправляет на Марс, спасая таким образом человечество от грядущей гибели. Такой ход событий не является оригинальным и напоминает некоторые научно-фантастические экзерсисы прозы 20-х годов, вроде гиперболоида инженера Гарина Толстого. Особенный, однако, повествовательный интерес «Правды Земли» заключен в ином. В центре не столько механика изобретений и попытка захватить мир, став его властелином, сколько кардинальный смысл перевернутой утопии и превращения ее в антиутопию, а затем в дистопию, уничтожение человеческого, как слишком человеческого, если воспользоваться выражением Фридриха Ницше. Перемещение героев в сверхчеловеческое, расположенное где-то на Марсе. Я создал эту пушку, чтобы уничтожить человечество. Когда я сделаю это дело, я заберусь в этот огромный снаряд, диск моей пушки вращается с ужасной быстротой, и в этом снаряде я полечу на Марс. При этом сама идея уничтожения человеческого рода получает в устах героя философское обоснование как мотив бескорыстности абсолютного зла. Человек слишком слаб, мелок и недостоин существования на земле. Жизнь человека – это самооправдание собственной ничтожности посредством лжи с большой буквы. Христос, Будда и Магомед знали, что такое человек, мерзейший из всех животных, и они этой мерзости преподнесли учение любви, всепрощения, мужественности, добродетеля, а гнусное человечество приняло это как должное. Что это, насмешка? Нет, это просто ложь, царица всего земного шара. Идеи, излагаемые Грилем, далеко не оригинальны, тем более, что сам герой озвучивает литературный источник своих размышлений, рассказ Леонида Андреева «Савва». Художественная логика «Правда Земли» получает полновесный смысл лишь при отсылке к своему дублету «Царство Ялмала». Совпадение имени Гриля в обоих случаях не только не случайно, но целиком направлено на реализацию антитезиса утопии и антиутопии, такой своеобразной двойчатки. Если в первом произведении Гриль является собой идеал римского атлета, то в «Правде Земли» он отталкивает своим внешним видом. Маленькое сгорбленное существо, скрежещущий голос вполне подходил к этой уродливой фигуре горбуна, зеленоватым злым глазам, морщинистому огромному лбу. Антитезу двух произведений можно обнаружить и в организации художественного пространства двух текстов. «Утопия Ялмала» представляет собой открытое пространство, символизирующее, как и в любой другой утопии, идеал счастья и свободы обитателей царства.
В антиутопии пространство носит замкнутый характер в виде башни с винтовой лестницы, дистопийной по отношению к внешнему миру, тесной комнатки с маленькой кухней. При этом сам выход из башни с расположенной наверху стальной клеткой полностью подготавливает эффект дистопии, связанный с уничтожением людского рода. В то же время нельзя не отметить известный схематизм «Правды Земли», где отсутствует широкая детализация и постоянно присутствует широкий фон, спасающий от схематизма. Здесь же голый каркас конструкции постоянно намекает на притчевый характер повествования. В «Правде Земли» сталкиваются два принципа, символизирующих добро и зло, каждый из которых доводится до абсолюта, лишаясь вместе с тем диалектики, свойственной более крупным создателям антиутопии. Перед тем, как расправиться с Грилем, Браун излагает ему жизненное кредо и в ходе этого страстного монолога отчасти воскрешает утопический идеал Ялмала. Вот что говорит Браун. «Я глубоко верю в будущее людей. Я люблю людей как себя, как всю бурную, прекрасную, нелепую, страшную, увлекательную жизнь, почти планетарный экстаз быть вождем масс, повелителем, ведущим людям к великим достижениям». Подобный схематизм, как вы, наверное, уже догадались, далекий от проникновения в глубины человеческого духа в произведениях Толстого или Достоевского, весьма напоминает художественную манеру старших современников Логина, Леонида Андреева и особенно Горького раннего периода с его Лары и Данка, который, как известно, отдал свое сердце людям. Стремясь определенным образом преодолеть искусственный характер повествования, Логинов обрамляет повествование лирической миниатюры, вводя мотив праздника Воскресения Христа, которым и заканчивается рассказ. Люди давно научились жить по новому стилю. Каждый культ справлял свои праздники по новому обязательному для всех календарю. Все чтившие Христа в мае месяце ожидали его воскресения. Каждую неделю радостно и торжественно гудят колокола, а люди при встрече целуются и дарят друг другу подарки. И в финале, когда в момент расправы над Грилем грянул пасхальный благовест, собственно, заканчивается повествование. Таким образом, при обращении к творчеству Василия Степановича Логинова, прежде всего к его прозе, удивляет пестрота тем и мотив, охватывающих зарисовки сибирской природы и жизнь дальневосточной эмиграции, и недавнее прошлое предреволюционной России, и сказания сибирских первопроходцев, и рассказ о судьбе Врубеля, и еще многое другое. Такая пестрота свидетельствовала о постоянном и небезуспешном поиске своего творческого лица. Несмотря на то, что подобная задача не была до конца выполнена, ее поиски оставили заметный след в литературе данного региона и данного периода. И в этом контексте антиномия утопии и антиутопии, запечатленная в двух произведениях писателя, представляет бесспорный интерес у историков русской литературы и, вполне возможно, у определенного круга читателей. Благодарю вас. Спасибо, Юрий Васильевич. Пожалуйста, коллеги, вопросы. Спасибо большое. Но если нет вопросов, мы еще раз благодарим вас. И я приглашаю выступить Елену Николаевну Проскурину с темой «Дымный след лирики Гумилева в поэтическом мире» Бориса Волкова. Добрый день, дорогие коллеги. Вы знаете, материала набралось так много, что я, наверное, впервые боюсь не уложиться в регламент, поэтому, Елена Юрьевна, если что, вот просто меня оборвите и все. А теперь я приступаю к своей теме. На сегодняшний день представитель литературы восточной миграции Борис Николаевич Волков, его годы жизни 1894-1954, поэт, писатель, мемуарист, во многом остается неизвестным читателю. Из его художественного наследия опубликована лишь одна книга. Это поэтический сборник «В пыли чужих дорог», вышедший в Берлине в 1934 году. Разрозненные стихотворения и рассказы печатались в 20-30-х годах в журналах Харбина, Праги, Парижа, Сан-Франциско, но никогда более не переиздавались. Считается утерянным его роман «В царстве золотых Буд», хотя он был анонсирован в американских газетах в конце 20-х годов как подготовленный к печати.
По словам внучатой племянницы Волкова Веры Вин, живущей в Сан-Франциско, у потомков писателя хранятся до сих пор неразобранные его рукописи, среди которых, возможно, находится и текст романа. Также не исключено, что в домашнем архиве могут находиться неизвестные произведения Волкова. Интерес к его личности активизировался в последние годы в связи с его службой офицером по особым поручениям в сибирском правительстве Колчака, когда он по заданию контрразведки собирал информацию о развернувшемся под эгидой барона Унгерна панмонгольском движении. Эта часть биографии собрана в мемуарных сочинениях Волкова и опубликована в приложении к книге Бориса Соколова «Барон Унгерн. Черный всадник». Спасаясь от преследований барона, Волков бежал по уртонам, как он сам пишет, на озеро Буэрнор, к Файглару, сделав в течение 5,5 дней около 1200 миль и переменив 44 коня. Сложными путями через Монголию и Китай семье Волкова удалось переправиться в Америку, где он прожил остаток жизни. Восполнить утрату романа в некоторой степени дает возможность книга стихов, первое название которой было «Реестр моих переживаний», говорящее о ее автобиографической основе. Несмотря на фрагментарность лирического сюжета, нарушение временной последовательности событий, можно реконструировать жизненный путь автора книги, воина и скитальца, обретшего место в жизни в результате остросюжетного поединка с судьбой. В книге 4 части. В яркой полосе «Шут Господа Бога» найденный манускрипт, возведенный на эшафот. Первая часть наиболее плотно насыщена восточными мотивами, о чем нам уже приходилось подробно писать. Затронут нами был и гумилевский след в поэтике первой части. В своем докладе я подробнее остановлюсь на этом вопросе. Поэтический мир Гумилева оказался близок Волкову многими аспектами. Путешествие по экзотическим странам, восточный колорит, мотивика, образы новых земель, забытых миров, курганов, песков. Однако общая для творчества двух поэтов тема путешествий и неизвестных стран имеет разные истоки. Экзотическая аура гумилевской поэзии представляет собой сплав личных впечатлений от посещения Африки и творческого вымысла. Поездка в Африку для него – это удовлетворение жажды дальних странствий, в отличие от географии странствий Волкова-путешественника, которая складывается главным образом из вынужденных перемещений, обусловленных его беженским биографическим сюжетом, а ранее участием в Первой мировой войне, во время которой он служил в частности в Персии и Месопотамии в качестве начальника вьючно-посыльного транспорта Всероссийского земского союза. Волков совершил рекордный конный переход от персидского порта Энзели на Каспийском море до приграничного турецкого города Ханикен. В той или иной степени, с разной мерой полноты, поэтический сборник Волкова, созданный в американский период жизни, дает представление о том, насколько жива была в его сознании память о прошлом и насколько мощной была жажда внутреннего преодоления пережитой военной драмы. Это своеобразный лирический документ, не лишенный черт литературности. Немалая роль в лирическом сюжете книги отведена личности и творчеству Гумилева. Его присутствие проявлено в поэзии Волкова по-разному, как открытым способом в стихотворении Н. Гумилев, так и на уровне мотивно-образных соответствий. Показателен тот литературный факт, что в 1925 году в Сан-Франциско вышел первый номер альманаха «Дымный след», название которого воспроизводит фрагмент стихотворения Гумилева «Наступление». И так сладко рядить победу, словно девушку в жемчуга, проходя по дымному следу отступающего врага. Можно предположить, что название альманаху дал Волков. В сборнике «В пыли чужих дорог» есть стихотворение с тем же названием «Дымный след», под которым указано место написания – Кобе, Япония. Вероятно, в Америку Волков добирался в том числе и через Японию, то есть стихотворение было написано раньше времени создания альманаха. Оба стихотворения событийно относятся к военному периоду. Однако, если у Гумилева речь идет о наступлении русской армии в Первую мировую войну, оно входит в книгу стихов «Колчак», то у Волкова о ее поражении в гражданскую. Через весь микроцикл «Дни холода», в который включено стихотворение, в качестве основных проходят мотивы обреченности и смерти, приобретающие смысловую плотность в финальном стихотворении. Итак, «Дымный след». Да, ты прав, мы в тумане, мы не знаем, не верим, догорают пожары, искры гаснут, темно. Мы привыкли с тобой к ежедневным потерям, нам с тобой все равно. Наш кошмар неизменен, за уступом уступы, уходящие в сумрак, и по ним мы идем, каждый шаг окровавлен, эти бледные трупы, может быть,
чернозем, быть ступенью для многих, даже в прежнем любимом. Мы не ищем защиты, искры гаснут, темно. Мы с родимых пожарищ, мы пропитаны дымом. Нам с тобой все равно. Плавающий прерывистый ритм придает стихотворению повествовательность, соответствующую форме обращения к имплицитному собеседнику однополчанину. Трагическая аура создается мотивами тумана, темноты, гаснущих игр, дыма вместо огня. Мотив тумана служит коррелятом мотива неведения, сокрытого будущего, как своего собственного, так и страны в целом. Избивающаяся ритмика стиха, соответствующая сбивающемуся дыханию, и образно-мотивный ряд создает общую атмосферу душевной усталости, разочарованности лирического героя, выливающейся в равнодушие в отношении как к жизни, так и смерти. Эти бледные трупы, может быть, чернозем. Равнодушие усиливается рефреном «Нам с тобой все равно». Стихотворение звучит контрапунктом к гумилевскому претексту, образ лирического героя, в котором образ активного борца, воина. Цитирую. «Та страна, что могла быть раем, стала логовищем огня. Мы 4-й день наступаем, мы не ели 4 дня. Но не надо яства земного в этот страшный и светлый час от того, что Господне слово лучше хлеба питает нас. И залитые кровью в неделю, ослепительные легки, надо мной рвутся шнарапнели, птиц быстрее взлетают клинки. Я кричу, и мой голос дикий, эта медь ударяет в медь. Я носитель мысли великой, не могу умереть». Словно молоты роковые или воды громовые, или воды гневных морей, золотое сердце России мерно бьется в груди моей. И так сладко рядить победу, словно девушка в жемчуга, проходя по дымному следу отступающего врага. Активность внутренней позиции лирического героя выражена мотивами огня, света, веры, полета, бессмертия. Каждый из них словно намеренно семантически инверсирован в стихотворении Волкова. Огонь оборачивается в нем пеплом, свет тьмой, вера безверием, бессмертие смертью. Мотивный образ дымного следа вновь возникает в стихотворении «Милые пустяки» из микроцикла «Сын», включенного Волковым во 2-ю часть своей книги. Стихотворение построено в форме обращения поэта к своему маленькому сыну, куда встраивается фрагмент из военного прошлого. Там, где лишь ведут сейчас черепа, без слов рассказ, где под пологом травы исчезают наши рвы, нет, конечно, нет, о нет, это только дымный след, это только запах трав, это не было, ты прав. Восклицание «нет», трижды повторенное в одной строке, звучит как заклинание. Так дымный след военного прошлого тянется через всю жизнь поэтов, затуманивая даже самые светлые ее мгновения. Ко 2-й части сборника, озаглавленный «Шут Господа Бога», Волков предпосылает эпиграф из стихотворения Гумилева «Театр» из книги «Жемчуга». «Все мы смешные актеры в театре Господа Бога. Множатся пытки и казни, и возрастает тревога, что, коль не кончится праздник в театре Господа Бога». Весь мир театр – одна из ключевых констант культуры, берущая свое начало со времен античности и по-разному обыгрываемая авторами в процессе движения истории, от принятия роли, предписанной Творцом, до утверждения человеческой свободы воли. Театр Гумилева относится к 2-му направлению, где в красках горькой иронии изображается драма жизни, воспринимаемая небесами как увлекательный комедийный спектакль. Бог восседает на троне, смотрит, смеясь на подмостки, звезды на пышном хитоне, позолоченные блестки. Так хорошо и привольно в ложь предвечного света. Дева Мария довольна, смотрит, склоняясь в либретто. Ближайшим претекстом театра является стихотворение Пьера де Рансара «Окончание комедии», точнее его 1-й стих. «Вот вам комедия, образчик преотличный земного бытия, на наш уклад привычный, с вниманием пристальным, как поглядишь порой, весь мир театр, мы все актеры поневоле, всесильная судьба распределяет роли, и небеса следят за нашу игрой». Оба стихотворения отличает ироническая интонация, а также мотив невольного подчинения предначертанной роли. Различие же состоит в том, что у Гумилева главными характеристиками мира выступает санкционированное Богом боль и страдания, служащие маркером эпохи рубежа XIX-XX веков, как времени надвигающихся катастроф. Бог, наклонясь, наблюдает, к пьесе он полон участия. Жаль, если Каин рыдает, Гамлет изведает счастье. Так не должно быть по плану. Чтобы блюсти упущение, боли, глухому тирану, верил он ход представления.
Боль вознеслась горою, хитро раскинулась сетью, всех утомленных игрою хлещет кровавою плетью, множатся пытки и казни, и возрастает тревога, что, коль не кончится праздник в театре Господа Бога. Волков разворачивает названные гумилевские мотивы в варианте уже разразившейся катастрофы, вступая в косвенный диалог с предшественником. Лирический герой этой части пытается обрести свой путь, пройдя сквозь кровь, слезы, смерть. В целом же петляющая линия сюжета движется от молитвы Богу за всех страждущих в первом стихотворении, озаглавленном в древнем храме. Фрагмент. «Будь правосуден, овей крылами синих птиц, и капли алые исчезни от терний на челе сынов». Движение к бунту против Творца в последнем выраженном от лица Савла, не смирившегося страданиями мира и не ставшего у Волкова апостолом Павлом. Савл, эпиграф. «Савл, Сав, что ты меня гонишь? Я гоню тебя за то, что ты меня оставил, за то, что пострекатель и судья на скрижалях выбил ты так много правил, заранее знаю, что их не исполню я. В каждом слове твоем так много лицемерия, в каждом слове твоем угроза и удар. Растеряли райские птицы перья, и от огненных перьев у нас пожар. Взирай величаво с голубого неба, внизу бушует пламя, внизу вопль старух, и если хочешь, лиши воды и хлеба, но кости раздробив, знай, в нас твой дух. Кровью и пламенем пишем обвинение, и тебе, подателю, подадим счет. Останови лишь на мгновение, да, на мгновение, для суда справедливого времен полет. Я гоню тебя за то, что ты меня оставил, за то, что пострекатель и судья на скрижалях выбил ты так много правил, заранее знай, что их не исполню я». Мотив человеческого крестоношения как символа богосыновства, ключевой в стихотворении в древнем храме, в Савле преобразуется в мотив богооставленности. В рефрене «Я гоню тебя за то, что ты меня оставил» поэта соединяет два евангельских микросюжета. Предсмертных минут Христа, возгласившего на кресте Боже мой, для чего ты меня оставил?» и встречи с Христом Савла на пути в Дамаск, услышавшего голос «Савл, Савл, что ты гонишь меня?». Фразой «в нас твой дух» артикулирована та же идея богосыновства человечества, к которому Господь, однако, предъявляет отнюдь не отцовский счет. В результате Савл так не становится у Волкова апостолом Павлом. Евангельский суд Божий в его устах становится судом Богу. Этот смысл поэт усиливает дословным повторением первого и последнего Катрена. Рамочная композиция словно запечатывает основную идею стихотворения в твердый императив. Во всей книге стихов это самое жесткое, самое горькое произведение, в котором вера в Бога соединяется с бунтом против Него, в чем слышится карамазовский отзвук. «Я не Бога не принимаю, я мира им созданного, мира Божьего не принимаю и не могу согласиться принять». Причем лирический герой Волкова, в отличие от Ивана Карамазова, не принимает и самого Бога как создателя исполненного страданиями мира. Визуально протестная интонация означивается в тексте обилием тире. Можно сказать, что, отталкиваясь от театра Гумилева, Волков развивает его идейное содержание в свете трагических событий гражданской войны и эмиграции. Не случайно одним из самых активных мотивов второй части его книги стихов является воспринятый от Гумилева и по-разному варьируемый мотив боли. «Жизнь всюду боль, не все равно ли?» Стихотворение Агасфер. «Я подобен раненому зверю, который заполз умереть в лог». В стихотворении «Конец пути». «О, смейтесь и силой воли, извечно из рода в род, забыв о грядущей боли, всходите на эшафот». Стихотворение о безразличии. Картина, развертывающаяся в этой части книги жизненной драмы, своей поэтической рельефностью реализует в том числе и модус шутовства в образе автора, в значении человека, говорящего правду правителю, что было эксклюзивным корпоративным свойством придворных шутов. В данном случае адресатом шутовских упреков становится Бог, творец таких жизненных правил, которые не по силам человеку и человечеству в целом. Поэтический образ Востока у Волкова формируется из фрагментов его скитаний сквозь хаос времени, народов, стран. Помимо военной линии единого лирического сюжета книги стихов есть в ней экзотические картины нового для него мира, дышащего древностью Китая с чертами плоского монгольского лица, пустыни Гоби, где до сих пор слышен зычный голос тысячелетий, Золотого залива с его закатами, исполинскими травами, шоколадными девушками с их горячей доступной любовью и так далее. Ярко представлен этот пестрый мир в микроцикле «Проплывающие паруса», входящем в первую часть, где влияние Гумилева ощущается уже на уровне названия.
Вариации мотивы проплывающих парусов не раз встречаются в его поэзии. Прежде всего, это известные строки из «Капитанов», меж базальтов и скал и жемчужных шелестят паруса кораблей. Или, например, фрагмент третьей песни поэмы «Открытие Америки». Вольный ветер веял парусами, каравеллы продолжали плыть. Соответствует гумилевской романтической поэтике и образный ряд проплывающих парусов. В нем довольно отчетлив флер литературности, ориентации на поэтические образцы, яркие образы иноземцев, разыгрывающиеся сюжетные действия создают неповторимый колорит, характерный для всего корпуса произведений. Поэт алитературивает свои впечатления, придавая им жанровый облик микроновелл и отводя себе роль наблюдателя, лишь на краткое время прикоснувшегося к новому для него чарующему миру. Подобно экзотическому миру Гумилева, мир проплывающих парусов Волкова притягателен и одновременно устрашающий. В нем живы предания о морском диве, о приворотном яде исполинских трав, об удавах, которые у самых хижин давят козлят. Весь этот небольшой цикл встраивается таким образом в реминисцентное поле гумилевских картин Африки. Колдовская страна, это Гумилев, да? Пальмы, кактусы, врозь человеческие травы. Слишком много здесь этой паленой травы. Осторожнее, в ней притаились удавы, притаились пантеры и рыжие львы. Но в отличие от лирического героя Волкова, лишь вскользь знакомящегося с экзотикой дивных стран, лирический герой Гумилева погружен в их таинственный мир, исхоженный самим поэтом множеством дорог. При всем несовпадении маршрутов обоих авторов их объединяет общность впечатлений, поэтических реакций на открывшееся чужое небо. На уровне литературности интересны китайские стихи обоих поэтов. Гумилевский Китай отчетливо литературен, поскольку этот поэт никогда не был в этой стране. Однако китайская тема появляется у него довольно рано. Первое стихотворение «Путешествие в Китай» датировано 1909 годом, посвящено театральному художнику Судейкину. Это своего рода приглашение к путешествию, о чем в частности свидетельствуют глаголы, используемые в будущем времени. «Все мы, товарищи, можем отплыть в далекий Китай, в розовой пене встретим дальмы, праздником будут те недели, только в Китае мы якорь бросим» и другие. Китайские стихи собраны в цикле «Фарфоровый павильон», состоящем из двух частей «Китай» и «Индокитай». Отдельным сборником он был выпущен в 1918 году в издательстве «Гиперборея», где в конце есть примечание Гумилева. Основанием для этих стихов послужили работы Жюдит Готье, Маркиса Сен-Дени, Юара, Уилли и других. В большой серии библиотеки поэта указаны китайские источники французских переводов. Таким образом, весь цикл представляет собой оригинальный перевод на русский язык уже созданных французских переводов китайских поэтов. Поэтический Китай Волкова формируется как из личных беженских впечатлений, так и из литературных источников, среди которых ощутимо влияние гумилевской поэзии. Прежде всего, параллель с путешествием в Китай Гумилева возникает в стихотворении Волкова «Путь в Катей», где диалог с предшественником чувствуется не только на уровне названия, но и в строках «Моя мечта настойчиво упрямо в Китай ведет верблюжий караван», звучащих аллюзий на гумилевское двустишие «Только в Китае мы якорь бросим, хоть на пути и встретим смерть». На наш взгляд, есть влияние Гумилева и в китайском павильоне Волкова, название которого перекликается фарфоровым павильоном. Сюжет стихотворения разворачивается в китайском павильоне и представляет сцену свидания юной китаянки с Марко Поло. Стихотворение входит в цикл «Мессер Марко Поло». Приведем важные для нашего анализа строфы. «Полюбил ее бродяга и повеса, дом которого земля под небесами. Ах, колокольчики, маленькая принцесса, с такими суженными азиатскими глазами. Принцесса-колокольчики еще совсем ребенок, ей не исполнилось 14 весен, и для нее, как говорит поэт, звонок ветер, перебирающий струны сосен. Гадает месяц в воде отражением, говорят о счастье храмовой завесы складки. Для принцессы-колокольчики все полно значением какой-то жуткой и радостной загадки». К уже предпринятому ранее исследованию этого стихотворения добавим актуальные для нашей проблемы наблюдения. Из мотивного анализа процитированного фрагмента можно заключить, что в нем мерцают отзвуки стихотворения «Я верил, я думал», не включенного Гумилевым в китайский цикл. Образ юной китаянки Волкова слово навеян очарованием китайской девушки Гумилева. «И вот мне приснилось, что сердце мое не болит, оно колокольчик фарфоровый в желтом Китае. На пагоде пестрой висит и приветно звенит
вымаливая в небе, дразня журавлиные стаи. А тихая девушка в платье из красных шелков, где золотом вышиты осы, цветы, драконы, с поджатыми ножками смотрит без мыслей и снов, внимательно слушая легкие-легкие звоны. Межтекстовый диалог создается также общими для двух поэтов мотивами колокольчика, звона, самой завораживающей атмосферой отражений, характерной для фарфорового павильона Гумилева. Хотя китайские мотивы рассыпаны по всему творчеству поэта, так в стихотворении «Возвращение» возникает образ китайца, спутника, лирического героя, поющего ему о старом, о странном, о вечном. Песня китайца перекликается с голосом тысячелетий Волкова, который особенно отчетлив в первой восточной части его поэтического сборника, где доминантными являются мотивы забвения, смерти. Особо показательным в этом контексте микроцикл «Пути Чингисхана», такие включенные в него стихотворения, как «Пески» или «Курганы». Процитирую фрагмент последнего. «О чем-то забытом рыдает тоскливо потомок забытых героев монгол. С ним ветер рыдает. Извечно и свято он крылья, как дух мятежа, распростер над степью, где смуглый наездник когда-то поддерживал ночью дозорный костер. Там в недрах скелеты, и витязь, и слуги, и жены, и кони, их давит курган. И вновь не зардеют на звеньях кольчуги священные капли сражений и ран. Уйдут караваны, верблюд за верблюдом, как черные птицы на алый восток, от странно-зеленого озера, чудом опавшего в серый холодный песок». Стихотворение звучит очень по-гумилевски. Всплывающие перед внутренним взором лирического героя Волкова картины соотносимы с мелькающими отражениями потерянного навсегда мира в стихотворении «Про память» или с апокалиптическими видениями Сахары. Заканчиваем. Пустынные ветры горды и не знают преград своей волью. Рушат стены, сады, сосыпают пруды, отравляют белеющей солью. И, быть может, немного осталось веков, как на мир наш зеленый и старый дико ринутся хищные стаи песков из пылающей юной Сахары. Объединяют стихотворения обоих поэтов элегическая интонация, раздумья о быстротекущей жизни, мотивы забвения, пустынности, засыпанных песками миров. Отличие же в том, что у Волкова более отчетливо выражен трагизм, утраты столетий эр. Не случайно в «Курганах» слышны жанровые отзвуки плача. Вместе с потомками забытых героев о забытом мире рыдает природа, ветер, что вносит фольклорный элемент в поэтическую структуру стихотворного целого. Образы с задавленными курганом скелетов, витязей и жен, коней и слуг придают стихотворению погребальный оттенок. Представленный далеко не полный анализ дает основание заключить, что поэзия Гумилева, как и сам его образ, прочно вошли в творческое сознание Бориса Волкова. Об этом свидетельствует близость тем, мотивов, образов, а также общее для обоих поэтов отношение к жизни как к поединку с воинственной судьбой. В этом контексте поединка особое значение приобретает для Волкова путешествие к новому дому сквозь родственные гумилевской поэтике неведомые миры, зарядившие его особой жаждой жизни. Как кедром пахнет дом наш новый, ты слышишь запах горьких трав, и мальчик мой белоголовый уснул в груди моей припав. Так заканчивается книга стихов «В пыли чужих дорог», счастливый финал которой подытоживает ее скитальческий сюжет. Спасибо. Я, кажется, успела, да? Я успела. Спасибо большое. Спасибо, Елена Николаевна. Пожалуйста, коллеги, вопросы? Елена Юрьевна, а я вас убедила? Ну вот я хотела сказать, что... Да. Я понимаю, что я должна что-то сказать. Но действительно, Гумилев очень повлиял, в принципе, на всех, да, восточных эмигрантов. И, по сути, ну вот я много писала про Гумилева и Булыгина, который немножко с Харбином связан косвенно, так, был там недолго и печатался в рубеже. Вот, а Волков тоже, кстати. Больше, да, то есть как бы не сказать, что это прям именно такой китайский иммигрант. Ну и вот вы вспоминали как раз гумилевское стихотворение, да, девушка, где золотом вышиты розы, цветы и драконы, да, я верил, я думал, гумилевская, вот, но я тоже писала об этом в связи с ностальгией Перелешина, потому что здесь вот тоже еще как раз одна из тем возникает, где с этим золотом отчасти перекликаются строки Перелешина
конечно, «Россия, Россия, отчизна моя золотая», которая идет и с золотым китайским цветом, да, в сочетании, ну и «Золотое сердце России мерно бьется в груди моей», которое вы цитировали в военных стихах. Кстати, военные стихи, конечно, Гумилева и Волкова очень отличаются, потому что для Гумилева это праздник, это гордая, радостная победа, это мужские игры, которые должны быть мужскими играми, а у Волкова, конечно, это по-другому звучит. Да. Ну, еще, и, кстати сказать, я думаю, что найдутся переклички и с Булыгиным. Поэтому мы еще, я думаю, на эту тему вместе как-то поработаем, мы что-то очень интересное там найдем. И в том числе у меня есть кое-какие мысли по поводу названия все-таки вот этих перекличек в названии «В пыли чужих дорог, пыль чужих дорог». Потому что у Волкова тоже есть прямо фраза «пыль чужих дорог» в одном из стихотворений. В общем, там интересная завязывается интрига. Так что у нас есть еще перспективы. Спасибо, Елена Николаевна. Спасибо. Угу. Я с удовольствием объявляю доклад Галины Владимировны Финдеевой. Как раз отчасти в продолжении, да, Валерий Перелешин, прозаик, тема сюжета образа. Добрый день. Так, я просто пытаюсь сейчас... Пам-пам-пам. Презентацию, да? Там поделиться должно быть. На нашем не вижу. Не могу. Если кто-то здесь у вас есть технический сотрудник, который вот может как раз меня, сейчас вышел, потому что Елена Алексеевна у нас зависла, и как раз с ней я не вижу вот здесь поделиться. Он вот на внутреннем. Так. Вот я нашла панель обмена контентом. А у вас Apple, да? Или... Что? У вас какой компьютер? Не Apple. iMac. Да, тогда, наверное, там вверху кнопочка есть, коллеги, обмен поделиться. Да, вот я... Около микрофона с камерой кнопочка «Поделиться» есть. Презентация не получается немножко. Только так, там кнопочка «Поделиться» сверху должна быть, где микрофон, камера. Есть так, вы не видите. Я его видела, потом она у меня, правда, сейчас исчезла, потому что я сделала доступ, разрешить этой программе делиться, и она у меня потом куда-то исчезла. Вы не видите мой экран, да? Нет. Так. Ну, ладно, я тогда буду просто выступать. Очень жалко. Поздравляю всех участников конференции с тем, что мы имеем возможность встретиться. Пусть мы в заочном таком формате, вы в очном, это очень здорово. Спасибо Елене Юрьевне большое за приглашение. Очень рады всегда быть участниками, гостями вашей прекрасной, чудесной конференции, где такие увлеченные исследователи и с такой любовью занимающиеся своими авторами, и в том числе вот предыдущий доклад была просто вот, что называется, одно удовольствие сплошное, эстетическое и научное. Я расскажу о Валерии Перелешине. Я надеюсь, вы меня, коллеги, будете слышать, потому что я, к сожалению, предыдущих докладчиков слышала не очень хорошо. У меня время от времени что-то квакало, что-то там прерывалось. Это очень жалко, конечно, если мы
ну, вот в таком формате вы весь мой доклад прослушаете, или там я ваши. Хотелось бы, конечно, чтобы связь нас не подводила. Мы вас хорошо буду слышим. Прекрасно, спасибо. Я буду рассказывать о Валерии Перелешине сегодня как прозаике. Понятно, что действительно у нас такая камерная атмосфера сегодня, обстановка, сотрудники, те, которые прекрасно знают это имя. Я не буду вдаваться в подробности, кто это, что это за человек, потому что как поэт, как переводчик, как мемуарист, он всем нам хорошо известен. И надо сказать, что он один из первых-то вернулся своими стихами на родину, в Россию, еще в конце 80-х годов уже стали появляться, благодаря, конечно, усилиям Евгения Витковского, стали появляться его стихи в советских тогда еще журналах. Но как прозаик, как беллетрист он совсем неизвестен, и те работы, которые есть, посвященные Перелешину, те диссертации, которые затрагивают его имя или целиком посвящены этому художнику слова, он как прозаик абсолютно не исследованный, и это, в общем-то, понятно, потому что прозаическое наследие, во-первых, его невелико, мне, по крайней мере, известно только о 8 рассказах, и то я не все сумела разыскать, которые были опубликованы в китайский период. После того, как он уже уехал из Китая, когда он публиковался, например, в «Русской жизни» Сан-Франциской, там были несколько еще рассказов, которые тоже не републикованы, которые не привлекались исследователями, в научный оборот не введены до сих пор. Это такие рассказы, которые выходили в самых разных журналах, преимущественно в «Рубеже», но были и в таких коллективных изданиях, как журнал «Парус» или ежегодник, был такой «Харбин в зеркале русской прессы». Рассказы Лидочкино счастье, нами не обнаруженный, «Голубой карбункул», 1935 год, тоже нами не найден. «Замок белой женщины» 1936 года. Сразу скажу, что этот рассказ был републикован вот в этой нашей хрестоматии. Сюда вошли 2 рассказа Перелешина, и вот как раз-таки, которые я называю сейчас, это «Бурьян» и «Замок белой женщины». Дальше «Сирень цветет», есть в нашем распоряжении, но еще пока не републикован, это рассказ 1937 года. И рассказы «Ветер с озера Си» и «Любовь господина Нань», 1936 и 1937 год. Соответственно, эти 2 рассказа републикованы в последнем выпуске нашего коллективного сборника научных работ «Русский Харбин, запечатленный в слове», номер 9. Таким образом, из 8 рассказов сегодня в России доступны для чтения для исследователей 4 рассказа. Хотя, еще раз говорю, есть у меня один рассказ «Сирень цветет». И что касается рассказа «Счастливчик», он в харбинском варианте нам недоступен, неизвестен, но не знаю, насколько это другая редакция или просто одно и то же название. В «Русской мысли» Сан-Франциского газеты он также был напечатан. Может быть, это другая редакция, трудно говорить, потому что сличить не представляется возможным, так как версии харбинской у нас нет. То есть сборника рассказов Валерий Перелешин не выпустил. Мы знаем, да, насколько много, насколько плодовит он был как поэт. Более 13 его сборников поэзии выходило в разные годы. Это я сейчас не считаю его переводов с китайского языка или переводов китайских авторов, да. Вот. И как-то надо сказать, что он вообще об этих своих опытах прозаических нигде и не рассказывал.
Если, например, о том, когда он обратился к поэзии, как произошло вообще это вот все становление его как поэта, как переводчика, когда он, например, обратился к китайским авторам, чтобы переводить. Если об этом он рассказывал и писал очень охотно, то, что касается прозаических своих текстов, он об этом нигде никогда не писал, не рассказывал, по крайней мере, мне неизвестно. И долгое время, если бы не библиография, которую подготовил китайский исследователь Дяо Шахуа, опубликованную в Харбине в начале 2000-х годов, хотя она, понятно, что не полная и грешит неточностями, мы бы об этих рассказах и не узнали, но, опять-таки, у кого нет подборки харбинских изданий, в том числе того же «Рубежа». Правда, у Дяо Шахуа, как я уже сказала, есть и ошибки в отношении прозаического наследия Перелешина. Он упоминает там одно произведение, жанр которого определяет как рассказ, но при обращении к этому номеру журнала «Рубеж» обнаружилось, что с этим названием у Перелешина опубликовано стихотворение, а не рассказ. Те рассказы, которые вот, нам известны, 5 из 8, да, они все на самом деле разные в плане стиля, литературных перекличек, уровня писательского мастерства. Есть, например, абсолютно такая мистическая история. Событие происходит в фамильном замке в Германии. Есть история из жизни отдыхающих на курорте в Сибири. Там дети сотрудников Сибирской железной дороги вот отдыхают, такой довольно модный курорт, и там события разворачиваются. Часть рассказов посвящены иммигрантскому быту, ну так или иначе с ним связанным, либо там есть герои, иммигранты или иммигрантки. Но что нами было замечено, что все эти рассказы могут быть объединены и общей темой любви. Любви между мужчиной и женщиной, но не всегда эти отношения счастливые, гармоничные. Скорее наоборот, в каждом рассказе есть предательство, есть обман, есть какие-то невзаимные истории, соперничество, манипуляции, расставание всегда и так далее. При этом очевидно, что это именно то чувство, к которому все стремятся, которого все жаждут, какой бы, так сказать, какие бы страдания ни приносила эта любовь, оно все равно чувство желанное, естественное. Надо сказать, что время, когда он обращается к своим прозаическим опытам, еще раз напомню, да, это 35-й, 36-й и 37-й начало годы, то есть середина 30-х годов, это довольно сложный период в личной жизни писателя. И здесь я абсолютно согласна с Лимен, с профессором, которая говорила о том, писала, что до сих пор, когда исследователи обращаются к творчеству Валерия Перелешина, они мало соотносят его тексты с биографией. И это, в общем, неправильно считает она, учитывая, насколько судьба поэта была сложной и трагичной. Вот. И это, конечно, как она пишет, не совсем справедливо. Действительно, для понимания творчества Валерия Перелешина важно знать его биографию. Так вот, именно в этот период, в середине 30-х годов, Валерий Перелешин осознает свою нетрадиционную сексуальную ориентацию и очень сильно страдает от этой духовной раздвоенности. Он размышляет о своей болезни, пытается бороться с ней, стать как все. Извините, я сейчас на секунду отвлекусь. Извините, пожалуйста. Елена Юрьевна, я пока поздороваюсь. Здравствуйте, дорогие коллеги.
письмо настрочи. Я вам тут письмо настрочила. Да, я вот. поняла уже. Вот, поняла. может быть, вы выступите Да, во второй я половине. поняла. У нас Ксения осталась, и вы бы выступили. А завтра бы просто присоединились. Как вам? А вот не могу, Ирина Юрьевна, я как раз вам хочу сказать, что я должна через час убегать. Я Всё. с работы включилась Всё, очень вопрос плохо, снимаю. а завтра Всё. буду прямо из Всё, дома ничего. нормально. Тогда завтра Мгм. все. Ага, простите. Это мы Да, так- коллеги, я Простите. быстрее закончу, мы все успели, кто торопится. Да, короче говоря, мы понимаем, что он мечтает найти убежище, он пытается найти какую-то духовную пристань, пытается, конечно, еще раз говорю, излечиться тем самым, что завязывает отношения с одной своей харбинской знакомой, которая старше была его, Еленой Генкель. Но все это мало помогает. В 1937 году в поисках душевного покоя он поступает на богословский факультет Института Святого Владимира. Вот. И потом, после, еще раз говорю, уже понимания, что ничего у него не получится и с женщинами, да, он принимает решение уйти в мир, в котором вопросы пола не имеют никакого значения. Ну, то есть в монашество. Это он сам так в письме матери писал. Это очень четко видно, конечно, в его стихах, как он пытается закамуфлировать все эти свои страдания там под маской лирической героини, пытается вводить там образ девушки, обращается к возлюбленному как к брату и так далее. Но уже заметно по стихам, что образы женщин в стихах часто негативны. И вспоминая свою первую книгу «В пути», вышедшую в 1937-м, то есть фактически в эти же годы в Харбине, он признавался, что эти произведения дают верное представление о том сложном, мучительном пути через уклоны, сомнения, разочарования, через которые прошло его сердце. И вот то же самое мы видим в его прозаических текстах, где присутствует определенная гендерная асимметрия. Женские персонажи занимают куда много места, в отличие от мужских, выписаны более детально, даже если они не являются главными героинями. Их характер, этих образов очень часто носит амбивалентный, а то и интерфинальный характер. Я не буду останавливаться сейчас на всех рассказах, которые мне доступны и которые мною изучены. Я остановлюсь сейчас только на двух рассказах, которые непосредственно связаны с Китаем. Это «Ветер с озера Си» и «Любовь господина Нань». Главные герои в этих рассказах – мужчины-китайцы. Напомню очень быстро, что тема Китая – одна из центральных в творчестве этого автора. Именно в этот период, в 1935-1937 год, приходится начало увлечения Перелешина Китаем. Он сам признавался, позднее писал, с чего он начинал, с каких авторов, кого он начинал переводить, и как это вообще все происходило. Вот. В этот же период он начинает изучать язык, начинает заниматься переводами, то есть начинает постигать китайскую культуру, китайскую литературу, философию. Возможность поработать с его архивом в Институте мировой литературы позволяет с уверенностью говорить о том, что, конечно, он не просто, если еще буквально год назад выступая, я говорила о том, что вот в этих рассказах там чувствуются определенные переклички с танскими новеллами, с китайскими новеллами танского периода, и, наверное, он их там знал и так далее. То сегодня я уже могу говорить, конечно, не наверное, он их знал. Та библиотека, которая была привезена сюда и вот хранится сейчас здесь в его архиве в Москве, это, конечно, огромная библиотека, обширная. Это и пьесы, это и проза, это и стихи, это и работы 30-х годов китайских ученых о китайской литературе и так далее. Он, конечно, серьезно во все это был погружен. Вот. Читая оригинальную поэзию его, конечно, нельзя не отметить интереса к идеям конфуцианства, буддизма, даосизма. Потом, впоследствии, в 70-х годах в своих статьях он особенно будет много писать о Китае, о религиозных воззрениях китайцев, о их традициях, культах, о символизме там, птиц, растений и так далее. То есть, будучи уже, что называется, русским поэтом Бразилии, он все равно эту тему Китая никак не оставляет в самых разных жанрах, в том числе такого литературоведческого даже характера, где он рассуждает, например, там, о поэтах и буддизме,
о буддийских мотивах там, в творчестве различных авторов русских и так далее. Обращение к этим рассказам позволяет считать также, то есть в очередной раз подчеркивает, что действительно он был знаком не только с китайской поэзией, но и с китайской прозой, в частности, с такими любовно-бытовыми новеллами, как «История Хо Сяо Юй», «Повесть об Ин-Ин», «Повесть о красавице Ли» и так далее, сюжет которых связан с темой запретной любви, невозможностью соединиться влюбленным в браке, темой супружеской измены, нравственных устоев в традиционной китайской семье. Ну вот, например, главный герой рассказа «Ветер с озера Си» — это молодой китаец из Ханчжоу, господин Сюй, поведение которого целиком подчинено традиционным морально-этическим нормам, лежащим в учении Конфуция, с культом предков и учением о сяо, сыновней почтительности. Приехав в город на севере Китая, Перелешин не называет, какой именно, но можно догадаться, в общем, Сюй снимает комнату в квартире, где живет русская девушка Нина со своей матерью. Он абсолютно неприхотлив в еде, одежде, заботится о своем образовании, с уважением относится к матери, то есть ведет себя как благородный муж Дзюньцзы, очень сдержан в проявлении чувств. Ну, очень скоро он полюбил Нину, и все эти старые чинные китайские книги вдруг оживают для него. Он теперь понимает, для кого писали эти китайские авторы, что означают эти там качающиеся лотосы, предположим, и так далее. Он начинает за ней ухаживать, но автор описывает не столько и не только чувства китайского юноши к русской девушке, сколько социальные и культурные различия между ними. Господин Сюй, акцент именно сделан на фамилии, а не на личном имени, что еще раз подчеркивает, что он из знатного китайского рода, он южанин, он с волшебного озера Си, из прекрасного города тысячелетий. А Нина, это просто Нина, автор не называет ее фамилии, не дает ей фамилии, юная, но уже сильно уставшая русская эмигрантка, северянка, это подчеркивает автор, живущая в чужой стране, в городе с прямолинейными, как казармы, высокими домами, как пишет Перелешин, многоязычной толпой, лютыми зимами, грязным прудом, горьким паровозным дымом. То есть мы понимаем, что это, конечно, совершенно разные люди. Мать Нины переживает, плачет о том, что же будут говорить про их отношения люди. Что они будут, мол, ядовито рассказывать и показывать на Нину пальцем. И она просит свою дочь расстаться с ним. А вот суровая и наставительная мать юноши, господина Сюя, ориентируется не на то, что скажут соседи или там какие-то знакомые, она ориентируется исключительно на заветы предков и Конфуция. И в своем письме она строго напоминает сыну, что не принадлежит тебе одному. Не забудь, у тебя есть предки, и ты обязан их чтить. И если ты, мол, думаешь, что союзом с северянкой ты сделаешь им угодное, нет. В общем, она его строго отчитывает. Образ матери вообще в этом рассказе, вот этой китайской матери, это классический образец идеальной матери, муи в китайской культуре, которую отличает тесная связь с сыном, ответственность за передачу традиционных ценностей, поддержание порядка, стабильности в семье. В итоге любовное чувство героя вступает в драматическое противоречие с чувством долга, которое обязывает обуздать свои страсти, вернуться домой. То есть он вынужден предпочесть желаниям сердца сыновнюю верность и заветы родного дома. Рассказ на самом деле отличается живописностью, поэтичностью, лиризмом, это уже видно с самого названия его, да, и тонким пониманием китайских традиций, отношений внутри семьи, вопросов любви и брака. Сыновняя почтительность – это вообще центральное понятие в конфуцианской этике и философии, важная составляющая традиционной китайской ментальности. И эти идеи оказались очень органичными для Валерия Перелешина, который сам испытывал чувство долга и глубокой привязанности к своей собственной матери. В общем, рассказ заканчивается драматично, так же, как и второй китайский
рассказ Валерия Перелешина. Это рассказ «Любовь господина Нань». Он на самом деле нам был давно известен, но, к сожалению, вот в Хабаровском архиве был какой-то бракованный номер, и у нас не было отдельных фрагментов, не было конца. Долго-долго, короче говоря, никак нельзя было к нему обратиться, пока вот Ксения Александровна Землянская, моя коллега, уже в этом году в другом архиве не нашла нормальный номер, в общем, не дефективный этого журнала. И благодаря ей, благодарю ее, еще она меня слышит, я смогла этот вот рассказ уже подготовить к печати. В этом произведении образ одной из героинь, ее характер, поведение, это имеется в виду такой второстепенный женский персонаж, это жена, китайская жена главного героя, тоже представлен сквозь призму ценностей и этических норм конфуцианства. Итак, главный герой рассказа – издатель, редактор газеты, китаец Нань, который вдруг увлекается молодой учительницей русской, которая оказывается в его доме, Зося, некая Зося. В этот богатый китайский дом эта девушка, как автор говорит, о прошлой которой лучше крепко молчать, мы только можем догадываться, что было в ее прошлой жизни, попала волей случая. В ее задачи входило учить русскому языку девочек и немножко за ними присматривать. Правда, эти девочки-подростки абсолютно ее не интересовали, но она решила, что, цитирую, постарается быть умной, благонравной, честной девушкой. Она, конечно, была не глупой, хитроватой, игривой, хотя внешности была самой обычной, но она сразу взволновала пожилого отца семейства. Сразу скажу, что эта связь тоже закончилась крайне драматично. Ну, в первую очередь для главного героя, для этого китайца Наня. Русская учительница бросила его, и хотя он хорошо понимал, что Зося, цитирую, оказалась дрянью, и пытался всячески ее забыть, сопротивлялся своим чувствам изо всех сил, но потом снова теряет голову, сильно страдает. Но еще раз говорю, интерес представляет не только неверный и несчастный господин Нань или его любовница, русская девушка Зося. Интерес представляет и эпизодический персонаж жена хозяина дома, покорная, не имеющая права на ревность, китайская женщина. Внешне это была сухая, надменная, неподвижная, как маска, ленивая женщина, делившая время между игрой в мадьян и курением опия. То есть полная противоположность Зосе, которая была веселой кокеткой. Зимой, когда начинались выезды в театр и на балы, госпожа Нань никогда не участвовала в этом. И рассуждает автор: конечно, первая жена должна жить только дома. Муж может не любить ее, он может даже взять себе новую молодую жену. Это все равно останется главной хозяйкой в доме, воспитательницей детей, хранительницей устоев, доброй славы семьи. А если она страдает от нелюбви мужа, то должна страдать молча, не высказывая своих обид. Не его же вина, что она состарилась. Действительно, у госпожи Нань была своя жизнь, свой круг общения. По-русски она не понимала, и когда смотрела на мужа и улыбающуюся Зосю, которые там между собой мило болтали, она думала, что они что-то там приятное говорят, и надо тоже улыбаться, кивать в ответ и так далее. То есть во всех смыслах госпожа Нань была хорошей женой. Робость, сдержанность, умение приспосабливаться – это испокон веку. Качества, которые считались важнейшими и лучшими для китайской женщины. Покорность жены воле мужа – некая социальная плата и верный залог прочной семьи. Перелешин дальше пишет: сколько среди этих увядших, барственных, чопорных матрон поистине несчастных женщин, скрипя сердце, принимающих почет вместо любви. Ну и господина Нань автор не осуждает. Как известно, муж брал первую жену не для удовольствий и развлечения, а для того, чтобы иметь сыновей. А для развлечений состоятельных мужей в Китае существовали специальные кварталы. Женщине же была предписана верность своему единственному мужу. Подчиненное положение женщины, характерное для китайских семейных традиций, также восходит к культу предков, в соответствии с которым назначение человека на земле продолжать род и поддерживать в порядке могилы предков. Это не значит, что его жене китайской были безразличны его поведение и вся эта
назовем прямо недвусмысленная ситуация. Вот. Но она сделать ничего не могла. Интересно, что когда Зося исчезла из их дома, и господин Нань всячески пытался не вспоминать о ней, он вдруг стал замечать, что семья-то у него не такая уж и плохая. Жена была в сущности очень простой и словоохотливой, а девочки просто боготворили его. Ну, другими словами, до этого момента получается, что прожив с женой много лет, господин Нань, по сути, так и не знал ее настоящего характера. Завершается рассказ еще одним, на этот раз уже экзистенциальным разочарованием. Господин Нань узнает, что Зося пригласила к себе его старого приятеля. Причем кого бы? Глупого толстого господина Юй. Он увидел у ее подъезда его автомобиль. Таким образом, любовь как основная тема харбинских рассказов Валерия Перелешина оказывается очень сложным чувством, которое далеко не всегда приносит человеку счастье. Нередко она сопряжена с болью, страданием, разлукой, разочарованием, предательством и одиночеством. При этом для многих его героев, подчеркну еще раз, нет ничего более естественного и желанного, чем любовь. И часто эти его герои находятся в плену социальных норм и культурных традиций. И такая интерпретация этой темы, безусловно, отражает внутреннее состояние молодого 24-летнего автора, его личные переживания, опыт и страхи. Хочу в завершении только сказать, что когда он вновь обратится к своим прозаическим опытам уже в 70-е годы, он будет писать исключительно о Китае, эта тема будет основной его, таких экспериментов, которые мы можем заметить в его прозе середины 30-х годов, в плане, там, еще раз говорю, там, перемещений, то там это Германия, то ли там это какие-то другие местоположения и разные типы его героев, да, такого уже не будет. Он эту тему, именно китайскую, сделает основной для своих рассказов в позднем периоде творчества также. Благодарю. Буду Спасибо рада, большое, если будут вопросы. Галина Владимировна. Пожалуйста, коллеги, есть вопросы? Да, здравствуйте. Благодарю вас за интересный доклад. Не могли бы вы еще раз повторить, где хранятся тексты тех произведений, о которых вы рассказывали? Итак, нам известно о существовании 8 рассказов. 4 из них опубликованы и, в принципе, доступны. Эти, 9-й выпуск сборника «Русский Харбин, запечатленный в слове», я думаю, в ближайшее время появится в электронной библиотеке e-library. И эти рассказы, 2 эти китайские, о которых я сейчас рассказала, они целиком опубликованы. Но впервые они были опубликованы в харбинском журнале «Рубеж». Один рассказ «Любовь господина Нань», 1937 год, а первый рассказ «Ветер с озера Си» в «Рубеже» за 1936 год. Дальше «Лидочкино счастье», рассказ, который нам не доступен пока, он был опубликован в шанхайском журнале «Парус» в 1934 году. «Голубой карбункул» опубликован в «Рубеже» 1935 года. Мы пока его не нашли. «Замок белой женщины», 1936 год. Он тоже опубликован в «Рубеже» и републикован, и он доступен сейчас в этой хрестоматии, электронный формат которой на нашем сайте нашего Центра изучения дальневосточной литературы целиком и полностью представлена, по-моему, это хрестоматия, 2 рассказа эти можно взять отсюда. И еще один рассказ «Бурьян», прошу прощения, «Сирень цветет», тоже «Рубеж», 1937 год, и рассказ «Бурьян» был опубликован в 1937 году в ежегоднике под названием «Харбин в зеркале прессы». То есть в основном «Рубеж» и 2 только рассказа не в «Рубеже». Это «Парус» и «Харбин в зеркале прессы». Спасибо за ответ.
Да, если бы у меня была презентация, это было бы нагляднее видно. Они у меня, все эти рассказы, все эти скриншоты из этих иммигрантских журналов представлены. И я, конечно, на слайдах это все выводила, все эти тексты. Но называется, в этой программе работаем мы нечасто, и прошу простить, что я не сумела. По всей видимости, нужно было помимо этой галочки поставить, разрешить доступ вот этой программе к микрофону. Нужно было, по-моему, перезагрузить еще компьютер как-то в другой программе, в которой как-то была конференция. Долго не получалось. По-моему, вот любимый Харбин с Ереминым Сергеем мы проводили. Пока я не загрузила компьютер, да, у меня не получилось. Уже не было времени на все. Да. Спасибо, Галина Владимировна. Очень я за голубой карбункул переживаю, потому что мне интересно. Это действительно, да, отзвук Конан Дойля, да, и, ну, как бы и какой. Да. И, да, очень бы хотелось почитать, прям ужасно любопытно. Еще вопрос. Да. Будем искать. Рано или поздно все находится, знаете. Это уже подтверждено. Галина Владимировна, добрый день. Это Елена Капинос, я здесь рядом, просто не попадая в кадр. Хотела вас спросить про влияние Кузьмина. Чувствуете ли вы влияние Кузьмина в рассказах Перелешной? Ну, конечно, но это не было предметом специального нашего исследования, потому что эти рассказы попали в руки только недавно, и на самом деле это еще предстоит, все эти переклички, все эти образы этой трагической любви, вот этого раздвоенного чувства, этого всего страдания. Это дело все в том, что, как бы вам сказать, этот мой материал выступал лишь неким предисловием к публикации этих рассказов. Это ни в коем случае не была такая аналитическая статья или какое-то вот серьезное исследование. Пока я занимаюсь в данный момент творчеством Ларисы Николаевны Андерсен, и Перелешин не входит в круг моих непосредственных вот таких интересов. Но с другой стороны, когда вот я опять пришла буквально на прошлой неделе в ИМЛИ, в архив, который там Перелешинский хранится, и обнаружила в очередной раз богатейший материал, вот опять-таки связанный и с его публицистикой, и с его прозой, я вдруг подумала, почему бы действительно не взяться и за Перелешина. Потому что до этого все то, что я делала, это была скорее такая публикаторская работа. Я выступала скорее публикатором его текстов и делала небольшие предисловия, и его творчеством просто не занималась. Но, конечно, когда вот вы сейчас сказали, это очевидно, что есть эти переклички. Может быть, кто-то другой, а может быть, и я возьмутся за прозу Перелешина более серьезно и основательно. Главное, что мы сейчас знаем об этих текстах, мы их, что называется, вот вводим в исследовательское поле, и добро пожаловать всем исследователям, кому интересен этот автор. Я с удовольствием поделюсь этими текстами. Вот кто-то до этого спрашивал, где эти рассказы. Если вдруг нужно, если вы не найдете эти наши издания и у вас нет доступа вот к журналу «Рубеж», я с удовольствием вам пришлю, по крайней мере, вот те рассказы, которые есть у меня. Спасибо огромное, спасибо, Галина Владимировна, мы напишем вам непременно, обязательно. Дорогие коллеги, я хотела спросить уважаемую Ксению Александровну. Дело в том, что так получилось, что у нас кто-то болеет, а кто-то не сумел сегодня подключиться, и мы, возможно, перенесем доклады на завтра. И я хотела спросить, Ксения Александровна, может быть, вы сейчас сделаете свой доклад, чтобы мы не делали перерыва, и на сегодня мы закончим тогда, вот, а завтра опять так. Вот, встретимся, вот, потому что смысл перерыв делать и один ваш доклад, а так мы очень даже рады будем вас послушать сейчас. Хорошо, все, тогда я подключаюсь. Спасибо огромное. И я тогда объявляю вашу тему. Итак, Ксения Александровна Землянская, тоже наша коллега из Амурского государственного университета, с темой «Китайская похоронная традиция в прозе Венедикта Марта». Так, видна презентация или нет? Пока нет. Так, сейчас попробую.
Коллеги, я прошу прощения, пока техническая небольшая пауза. Елена Юрьевна, я вынуждена буду исчезнуть, я с работы. Я поняла уже, да. Во второй. Завтра я буду к часу. Хорошо, ждем вас. Угу. Отлично, Спасибо. все видно, замечательно, Ксения. Видно презентацию? Да. Да, а мне вот почему-то не видно, но я постараюсь сейчас. Вот сейчас видно. Так, видно текущий слайд? Да, видно. Да, вот сюда Видно. Да, Видно. У нас видно все. центральный, да, слайд? Вот Хорошо. тут видно, да. У Вас нас тоже я не на всех вижу. экранах, но на каких-то видно, и то ладно. Мгм. Вас я не вижу, поэтому буду, вижу только свой экран. Дорогие коллеги, позвольте представить сегодня мой доклад на тему «Китайская похоронная традиция в прозе Венедикта Марта». Так, сейчас, секундочку, отключу телефон. Венедикт Март – дальневосточный писатель и поэт, представитель второго поколения знаменитой во Владивостоке семьи Матвеевых, сын известного дальневосточного краеведа, переводчика, япониста Николая Матвеева, Николая Амурского. Вот Венедикт Март, да, его фотография. До эмиграции Венедикт Март, это один из его псевдонимов, издал в издательстве своего отца несколько поэтических сборников. Активно публиковался в приморских газетах, помогал своему брату редактировать журнал «Великий океан», был членом Приморской футуристической организации творчества. В самом начале 20-х годов, несколько лет он живет в эмигрантском Харбине, а вернувшись в Советскую Россию, начинает разрабатывать в своем творчестве восточную тему. В советской литературе Венедикт Март считался специалистом по Востоку. Его интересовали традиции и обычаи китайцев, японцев, корейцев, индусов. В большинстве китайских рассказов Венедикта Марта действие происходит в период китайской революции 1925-27 годов. Обнищание китайского народа из-за хищнических действий иностранцев, экономические проблемы, подъем подпольных революционных настроений среди молодежи приводят в движение пестрый класс китайской бедноты. Как раз на это время приходится пик интереса советского читателя к китайской теме. Среди большинства традиций китайского народа Венедикта Марта интересует похоронная традиция китайцев. Ее элементы мы можем обнаружить в рассказах и очерках Венедикта Марта. Это «Долг покойного», «Хун Чи Фу», «Логово рыжих дьяволов», «Лапа Минзы», повесть «Речные люди». В одном из советских исследований 1920-х годов сказано: «Почитание предков чрезвычайно сильно в Китае. Собственно говоря, в этом почитании состоит главная основа китайской религии. Китайцы поклоняются разным божествам, в лице которых они чтят явления природы, главным образом страшные и бедственные явления. Но китаец несравненно больше чтит духов своих предков и боится их больше, чем стихийных богов. Враждебная злая сила, так чувствует китаец, может принести человеку страшные беды временного характера. Однако есть надежда выпутаться из всех обстоятельств, пока состоишь в роде и с родом. И без рода никуда, ни на том свете, ни на этом». Похоронная традиция китайцев требует отправления многочисленных ритуалов. Она очень сложная. Все китайцы придают огромное чисто религиозное значение культу предков рода, да, и вообще своим обязанностям по отношению к роду. В китайских массах держится верование, что основатели родов, отошедшие в мир духов, оказывают влияние на жизнь и судьбу своих потомков. Такой взгляд довольно просто вытекает из социально-экономического уклада. Поэтому главный акт в жизни каждого китайца – это похороны. Март ни в одном из рассказов и очерков не описывает всей процедуры похорон китайцев. Всегда это упоминание отдельных элементов похоронной традиции. Во многих рассказах и очерках писатель говорит о белом цвете траурного наряда. То есть у него из рассказа в рассказ буквально одни и те же фразы повторяются. Да? Вот если мы говорим о белом цвете траурного наряда китайцев, вот в рассказе «Долг покойного» он пишет: «Только на днях Синьцзы одел белый наряд и в косу вплел белый шнурок. Умер почтенный любимый дядюшка Ку Юн Сун, который заменял Синьцзы родного отца». Что еще упоминает Венедикт Март, говоря о похоронной традиции? Во-первых, даже уже во-вторых, это необходимость заранее подготовить гроб покойному и о сыновней почтительности в виде заблаговременно подаренного соснового гроба пожилому отцу. То есть если старику перед смертью сын смастерил гроб, то растроганный отец будет благодарить богов за то, что они дали ему столь почтительного сына.
Что еще он часто упоминает? Он говорит о вере китайцев в существование 3 душ умершего. По представлению китайцев, человек имеет 3 души. И после смерти одна из них направляется в темный мир, где она попадает в обстановку, в общем, похожую на ту, где жила душа на земле. Вторая душа остается в могиле, тогда как 3-я душа входит в дощечки. Вот они представлены как раз на слайде. Дощечки или таблицы с именами усопших, благоговейно хранимыми потомками. Поклонение предкам имеет в виду главным образом эти 2 последние души. Поэтично Бенедикт Март вот эту вот веру в существование 3 душ воплотил в стихотворении «Три души». Да, у вас на слайдах отрывок представлен этого стихотворения. 3 души его покорно разбрелись, дороги их решили боги, брак 3 душ его расторгнут, страж душа одна осталась, с мертвецом в могиле. Снова ясной силой в теле бренном засияла, отошла душа другая, труп покинув в гробе, в мир иной загробный, жизнь земную повторяем. 3-я фанзу возвратилась, и дощечка в доме, память о покойном 3-ю душу приютила. Что еще говорит Бенедикт Март о похоронной традиции? Он говорит об отсутствии страха у китайцев перед смертью, так как они верят в посмертное перерождение души. Китайцы не боятся смерти. В смерти они видят новое начало чего-то более светлого. Еще в ранний доиммигрантский период творчества, когда были сильны у Бенедикта Марта такие мрачные модернистские мотивы, как в поэзии, так и в прозе, он обращается к теме смерти и похорон. На материале русской похоронной традиции, например, написан рассказ «На черной нитке. Шутка покойника». В центре рассказа «Долг покойного» сюжет о перерождении души умершего китайца. У вас представлен как раз на слайде отрывок из этого рассказа. 3 души у человека, да, после смерти они расходятся. Вот то же самое, что мы с вами читали в стихотворении. Да. Вот в этом отрывке сконцентрирован самый известный учебный материал о похоронной традиции в Китае. Он есть в любом учебнике, в любом исследовании по данной теме. Как в современных исследованиях, так и в книгах начала XX века. На самом деле в повседневной ритуальной практике похорон учение о 3 душах уже не используется. Этот ритуал Март вряд ли мог наблюдать в самом Китае. Это в большей мере книжный факт о древней традиции, нежели живая практика в повседневной жизни рядовых китайцев первой половины XX века. Мы считаем, что в этом вопросе Март опирался на книжное знание об этой традиции. Даже несмотря на то, что он был знатоком китайской культуры и китайского языка, он все-таки почерпнул эти знания, да, все-таки из книг. Он будет так поступать и в будущем. Например, когда уже пик интереса к китайской теме будет в советском обществе спадать, он начнет разрабатывать сюжеты из традиций и обычаев гольдов, да, нанайцев. И вот он обратится как раз к похоронной свадебной традиции нанайцев 1930-х годов в рассказе «Дыры водяная свадьба». И вот в описании похоронной традиции, свадебной традиции, он будет опираться на исследование Лопатина, даже в некоторых моментах полностью его цитируя. Вот мотив перерождения души после смерти Март описывает в рассказе Лапа Минзы. Китайцы верили, что в зависимости от того, как ты жил на земле, в следующей жизни ты можешь переродиться в одно из 6 существ. И героиня рассказа Минзы, по воле разбойника Ван Цахина, ее любовника, она оказалась в Владивостоке, на самом его дне. Любовник пропал, но однажды на нее напала злобная собака. И вот Март пишет: иная спокойная ровная жизнь вовсе стерла с ее памяти жестокое время, пережитое с беспутным обманщиком Ван Цахином. И только однажды, когда в темный вечер сбросилась на нее собака и разорвала ее ножные новые обмотки, Минза вдруг остро и четко вспомнила из-под лобного, всегда вздорно придирчивого Ван Цахина, который почему-то особенно сильно раздражался от какой бы то ни было удачи ее или обновки. Наверное, душа Ван Цахина перенеслась с этого злого щенка, подумала с ужасом Минзы, убегая от назойливого лая. Вот с точки зрения китаянки, Минзы, душа обманщика Ван Цахина, плохо поступившего с ней, запросто могла воплотиться в злобную собаку.
И вот похожий случай как раз становится сюжетообразующим в рассказе «Долг покойного». В нем душа добродетельного китайца Куюн Суна воплотилась в прекрасного жеребца, чтобы вернуть долг своему племяннику. И вот он пишет, и выходили дядю, назвали, он сразу догадался, что вот в тот момент, когда душа покинула тело дяди, родился у героя жеребенок, да, и вот он сразу понял, что душа дяди туда перенеслась, и он назвал этого жеребца дядей, да, и выходили дядю в стройного, уверенного красавца жеребца на восхищение всякого, кто взглянет, так заглядится на радость достойную Синьцзы. И вот в этом рассказе Марк, несмотря на опору на книжный текст о похоронной традиции, использует своеобразную словесную вязь, наполняя ее разговорной лексикой, просторечиями, призванными воссоздать речь простых китайцев. Таким образом, книжная основа рассказа наполняется повседневной жизнью. Ну, вот в этом видится мастерство писателя. Все ключевые все-таки положения о китайском культе предков Март поэтически воплощает в стихотворении, которое я уже говорила, «Три души». Нет, давайте вот здесь все-таки верну его. Вот я его прочитывала, и вот этот отрывок о трех душах, он позволил нам вот буквально недавно атрибутировать найденную публикацию без подписи, покажу ее, «Три души. Китайские сказания». В этом году я работала в Хабаровском государственном архиве с газетой «Заря», искала публикации Венедикта Марта, его харбинского периода, и очень много нашла. То есть даже то, что не планировала. И вот одной из публикаций была статья «Три души. Китайские сказания». Она была без подписи. И получается, эпиграфом к этой статье были строки из стихотворения «Три души». Да, и финал этой статьи как раз повторяет слово в слово из другого, да, его произведения, да, получается, из комментария к стихотворению «Три души». А Март, он всегда для своих этнографических каких-то элементов, которые советский читатель не знал, да, он всегда писал комментарии. Очень интересные. И вот получается, что часть этой статьи, да, она полностью повторяет комментарий Марта к стихотворению. Вот поэтому я смогла атрибутировать эту статью. Очень она интересная. Еще одну традицию похоронной церемонии. Так, вот здесь. Март описывает в очерке «Логово рыжих дьяволов». Она также часто упоминается в работах исследователей. Каждый китаец должен достойно похоронить своего родственника, и если у него нет денег, он должен их заработать. Пока он не заработает достаточное количество денег на похороны, мертвец остается непогребенным. И вот в очерке «Логово рыжих дьяволов» Март описывает свои впечатления от пребывания на шумных улицах окраины Шанхая, где он вполне мог наблюдать эту картину, зная из книг о ее причине. Да? И вот получается, что иногда на китайских улицах, в беднейших кварталах, вызывает тошноту смрадный запах разлагающегося трупа. Это значит, где-нибудь поблизости вместе с живыми лежит покойник, поджидающий, пока его родственники подработают и скопят достаточно денег, чтобы похоронить его. Нередко живые отрывают от себя последние крохи, чтобы достойнее похоронить своих мертвецов. Вообще, тема смертной казни, это мы с вами проговорили традиционные, да, похоронные церемонии, но в его фокусе внимания находятся также и такие похоронные традиции маргинальных представителей китайского общества. Это вот те люди, да, которых казнят. Да? Вот тема смертной казни, да, и последующие процедуры, что происходит с телом покойного, тоже интересует Венедикта Марта. Вот если в отношении традиционной похоронной традиции писатель, как нам кажется, все же опирался на письменные источники о культуре Китая, то вот в этом вопросе он явно был очевидцем схожих событий. Вот сцена казни подробно описана в рассказе Хун Чи-Фу. Да? Вот у вас представлено на слайде. Сына главного героя, Рикши Хун Чи-Фу, казнят за то, что он посмел поднять руку на богатого иностранца, когда защищал своего отца.
Теперь он стал преступником, и потому ему грозит смертная казнь через обезглавливание. Обилие натуралистических подробностей в сцене казни явно говорит о том, что Март вполне мог наблюдать такие сцены в пору своего жития в Харбине. Эта процедура тогда имела место. Вообще высшей мерой наказания в Китае тогда была смертная казнь. Преступникам в Китае отрубали головы, а если это был какой-то сановник, чиновник, то его тогда вешали. Преступление и наказание в Китае вообще рассматривалось как явления взаимосвязанные, и наказание являлось воздаянием за совершенное преступление. Почему все-таки обезглавливание? Вот суеверный китаец верил, что он верил в потустороннюю жизнь, и эта вера помогала ему переносить любые страдания. Ужаснее всех земных мук считал он для себя появление на том свете без головы, ибо душа человека, обезглавленного при жизни, была обречена бродить в загробном мире без пристанища. И вот такая душа лишалась всякого утешения, не будучи в состоянии ни выразить мысль, ни услышать голос других душ. Так, вот здесь. Почему-то у меня презентация немножко поехала. Значит, так карали преступников, да, наказывая их за страдания и после смерти. Хунхузов также обезглавливали, а потом их головы вывешивали вдоль дорог в назидание живущим. Этот факт Март описывает в повести «Речные люди», где эту жуткую сцену видит маленький Кусяо, когда скитается по провинциальным дорогам Китая на пути в Большой Шанхай. Цитата. «Иногда на высоком шесте, выше голов живых прохожих, вынырнет волосатая мертвая человеческая голова с кусками запекшейся черной крови на шее. Это голова хунхуза-разбойника, казненного в назидание народу». Как и хунхузы, описчики также удостаивались подобной участи. Об этом пишет Март еще в ранний период своего творчества в рассказе «Лапа Минза». Запекшиеся в помьях почерневшей крови, отрубленные головы уличных описчиков все чаще свешивались на придорожных столбах в назидание еще не увлеченным описчикам. Что же делали с рядовыми казненными преступниками? В исследовательской литературе об этом почти не упоминается. Март в рассказе Хон Чжи-Фу пишет, что и голову, и туловище уже уволокли нищие калеки, хоронить. Он, отец, видит лишь свору этих человеческих отрепьев, они сняли одежду с его сына Ли и делят между собой. Конец цитаты. В комментариях к этой сцене Март указывает, что в Китае труп казненного нередко достается нищим курильщикам опия и морфинистам. За вознаграждение натурой, одеждой и обувью они зарывают труп. Сам Март в бытность свою в Харбине был частым посетителем опиума-курилин, общался с опустившимися наркоманами, он сам был наркоманом. И вот эти встречи он описал в цикле физиологических очерков «Харбинские трущобы» под псевдонимом «Синяя маска». Возможно, он слышал от них о разных способах заработка нищей братьей Харбина. И вот я хотела бы еще тоже поделиться хорошей новостью, что вот в мою командировку вот летнюю я нашла целый цикл неизвестных очерков физиологических «Харбинские трущобы», и тоже мы уже, я уже написала статью о них, вскоре планируется их тоже републикация в сборнике «Дальневосточный фронтир». Таким образом, в художественной этнографии Венедикта Марта художественная рефлексия похоронной традиции китайцев занимает одно из ведущих мест. Осмысление этой традиции писатель воплощает во все периоды своего творчества на материале поэзии, рассказов, повести, этнографических очерков и газетных статей. Содержательно писатель касается только самых популярных в исследовательской литературе аспектов китайской похоронной традиции. Несмотря на книжную основу описанных похоронных ритуалов, писатель смог живо показать жизнь простых китайцев сквозь призму их повседневной религиозности. Художественное описание процедуры казни и похорон маргинальных представителей населения Китая, преступников, хунхузов, опиумокурильщиков, возможно, является результатом непосредственного наблюдения писателя над этими явлениями в бытность его жития в Харбине начала 1920-х годов. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Ксения Александровна. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Так, я отключила презентацию, да? Да, все хорошо. Вообще, это автор очень интересный. Материалы, конечно, да. Я просто, называется, когда еду в командировку, не знаю, что найду, и нахожу очень-очень много. Он сам говорил, он когда писал своему брату,
Вот я тоже похвастаюсь, тоже работала в архиве Градековского музея в Хабаровске. Там хранится большой-большой архив его брата старшего, Матвеева Бодрова, который ничего не выкидывал в своей жизни. Вот там хранится 10 тысяч единиц хранения, и все вот всякие маленькие записулечки, объявления какие-то, вот все хранится, это вот сейчас просто клад для исследователя. И там он вот в переписке как раз и писал, что он слишком много писал, то есть огромное количество рассказов и очерков и статей в месяц у него выходило. И только мы сейчас вот на начальном этапе поиска этих произведений. Я вам скажу, что просто вот как захожу в интернет даже, вот куда-то нахожу все время новые и новые произведения. Главное поменять поиск. Да? Вот мне нравится сайт НЭП, да, Национальная электронная библиотека, где публикуются вот эти вот архивные все журналы какие-то. И вот иногда даже не под именем Марта, да, опубликованы его произведения. То есть просто по каким-то ключевым моментам я узнаю, что это Март. Спасибо большое. Готова ответить? Надо, Ксения Александровна, целую статью тогда вам про это, про проблемы или наоборот про эти вот атрибуционные вещи, потому что это очень интересно. То, что вы говорите, вы узнаете, а я вот, например, может, не узнаю, да? Надо прям написать вот эти вот все черты его стиля или тематика или что вот там, прям вот такую текстологическую. Я вот даже и не знала, что у вас такой обширный материал. Надо срочно публиковать. Да, то есть то, что мы знаем отдельные его псевдонимы, это одно. А есть еще, вот, например, рассказ «Тигровый уз», да, я нашла его в газете «Заря» под именем Алексей Росов. Но у меня очень большие сомнения, конечно, что он публиковался под этим именем, потому что оно не характерно для него. Он обычно как-то видоизменял собственное имя. То есть, например, В. Март, да, Трам, В. Трам, да, то есть вот так. То есть, ну, всякие разные варианты. Там у него еще есть псевдоним Глаз, вот «Синяя маска» мы нашли. И даже вот читая в «Уголовное дело» его, я узнала, что есть еще цикл рассказов его, нет, цикл очерков «1001 вечер». Но это только вот надо искать. Где он его публиковал, еще пока неизвестно. Ксения Александровна, а можно спросить у вас там в презентации была обложка книги на польском, да, языке «Речные люди». Да. Это «Речные люди». Это что за издание такое по-польски? Получается, в начале 30-х годов Венедикта Марта начинают переводить. Вот у него есть переводы на украинский язык, на польский язык. Случайно обнаружила. Полнотекстовую версию не нашла, только обложку смогла найти от этого издания. Интересно, спасибо большое. Но, дорогие коллеги, если вот сейчас у нас вопросов нет, то мы встречаемся с вами завтра. И опять-таки, если какие-то вопросы и темы для обсуждения возникнут, мы обсудим. Если к нам Елена Алексеевна Попкова сумеет присоединиться завтра, то у нас будет, на один доклад больше. Если не сумеет, то пока вот все докладчики, заявленные на завтрашний день, пока никто ничего не отменял. То есть вроде должно быть так. Поэтому огромное спасибо за участие. Всех были страшно рады видеть. И давайте завтра в то же время встречаемся. 13:00 по Новосибирску, 9:00 по Москве. Хорошо. Спасибо большое. Всего доброго. Завтра подключимся. До завтра. До свидания. До свидания.